Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Александрова Ольга Сергеевна. Я заместитель директора по воспитательной работе школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова города Буя Костромской области. Сегодня мы ставим перед собой задачу познакомить вас с опытом работы нашей школы в оказании помощи детям в выборе профессии. Все вы согласитесь, что выбор профессии – это важный и ответственный шаг в жизни практически каждого человека, поскольку профессия, если она правильно подобрана, приносит человеку ряд положительных аспектов. Чтобы скорректировать профессиональный выбор, нами проводятся экскурсии на предприятия, организуется деятельность по выполнению проектов, встречи с интересными людьми, воспитательные события, используются разные способы психодиагностики, различные тесты, анкеты, опросники, которые помогают определить, к какому типу личности относятся дети, какие качества являются решающими для той или иной области деятельности. Эти формы давно уже опробированы и дают устойчивые положительные результаты. Но с открытием на базе нашей школы региональной инновационной площадки и победы в грантовом конкурсе «Интеграция общего и дополнительного образования как средство формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся» мы стали рассматривать проблему профориентации детей с несколько иного ракурса. Психологический аспект. Сегодня подростки очень рано начинают работать на себя. И это уже не 1500-2000 рублей на мелкие расходы, которые можно заработать, раздавая листовки, но и вполне серьезные деньги, сравнимые с родительской зарплатой. Спросите у любого школьника, как можно заработать в Инстаграм, и вы получите подробный, развернутый ответ. Факт, детей интересует эта проблема, а наша задача – создать условия для формирования и развития их предпринимательских компетенций. И это очень важно. Зарабатывая, оставаться в рамках правового поля, не нарушать закон. Кроме того, с каждым днем увеличивается скорость развития общества и, как следствие, возникает необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. В профессиональном мире возникает постоянная потребность повышения профессиональной компетенции, квалификации и переподготовки кадров, росте их профессиональной мобильности. Нашему обществу нужны предприимчивые и активные люди, которые могут самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью. Существует формула успешного выбора профессии. Первое – это, конечно, желание. Нужно иметь интерес к своей работе. Интерес мы называем словом «хочу». Достаточно ли иметь лишь интересы? Этого недостаточно, ведь существуют наши профессиональные возможности. Отсюда вытекает следующее требование к правильному выбору профессии – «могу». Круги «хочу» и «могу» должны совпадать, но достаточно ли этого? Например, вы хотели бы и наверняка сможете собирать кокосовые орехи, но они в России не растут. Соответственно, нужно также исходить из спросов рынка труда. Это круг «надо». Соответственно, профессию надо выбирать, где совпадают круги «хочу», «могу», «надо». Это и есть формула. Как работает эта формула? Только в тесном союзе детей, педагогов и родителей. Что же может сделать школа? Мы запустили проект, который как раз и имеет цель выявить, что хотят и могут дети, как создать условия для развития предпринимательских качеств. В рамках внеурочной деятельности мы разработали и провели ряд тренингов по 4 направлениям. Тренинг лидерства, социально-психологический, коммуникативный, профессиональный. Особо обращаем внимание на то, почему мы выбрали технологию тренинга. Тренинг – это форма активного обучения, целью которого является развитие умения межличностного и профессионального поведения в общении. В процессе тренинга каждому участнику предоставляется возможность получить опыт межличностной коммуникации в той или иной ситуации, оценить и проанализировать свои действия. Каждый получает возможность высказаться и, самое главное, получить обратную связь. Итак, мы демонстрируем вам примеры из тренингов по каждому направлению. На тренинге лидерства старшеклассники учились давать четкие, понятные инструкции. Во вводной части тренинга было предложено вырезать снежинку. Единственным условием было выполнять мою инструкцию и ничего не спрашивать. Участники тренинга без труда определили, что снежинки у всех получились разные, потому что не было четких инструкций. Поэтому мы поставили задачу потренироваться давать четкие инструкции. В основном упражнении школьники работали в парах. Один исполнял роль руководителя, а другой исполнителя. Задача была построить башню из кубиков сахара. Это задание ребята выполняли в 3 этапа. Первый – просто строили башню. Во втором руководителю была выдана схема, которую не видел строитель. А в третьем этапе строителю еще и завязали глаза.
После каждого этапа проводился дебрифинг, когда каждый участник высказывался о том, что получилось, и о том, какие были проблемы и как можно было их решить. На этом тренинге в условиях конкретной задачи ролевое поведение было разным. Кто-то полностью взял на себя ответственность за подчиненного, кто-то давал указания, выстраивал алгоритм действий. В ходе рефлексии ребята пришли к выводу о важности умения давать четкие, последовательные и понятные инструкции и составлять алгоритм действий. Главная содержательная ценность этого тренинга выявилась в итоговой рефлексии, когда старшеклассники проводили самоанализ. Одна из участниц тренинга высказала мысль о том, что считала себя прирожденным лидером, но поняла, что надо над собой много еще работать, а в общении с людьми добавлять больше конкретики. В рамках социально-психологического направления на одном из занятий мы учились правильно распределять время и понимать, что время – это одна из самых больших ценностей, которыми владеет человек. В начале тренинга я попросила детей выполнить простое задание – представить, что каждое утро им дают $86 400. Их можно тратить только на свои активности, не на товары, такие как занятия в тренажерном зале, курсы, дополнительные занятия, путешествия и так далее. В конце дня эти деньги списываются, независимо от того, на что их потратили и сколько их потратили. Нельзя их накапливать, нельзя их кому-то дарить. Детям нужно было подумать, на что они потратили бы эти деньги. Ответы детей предсказуемы, в основном на репетиторов и тренажерные залы. Плюс в этом, что они думают о самообразовании и здоровом образе жизни. Минус – мы увидели вовсе не разносторонние взгляды. На самом деле речь шла не о долларах или другой валюте. Каждый день мы совершенно бесплатно получаем на свой счет 86 400 секунд, которые можем потратить на что угодно. Поэтому в следующих заданиях мы анализировали, как, на что мы тратим время, на что его не хватает и как эту нехватку можно устранить. Значимыми выводами было то, что ребята увидели, как мало времени они тратят на общение в семье, и определили основные поглотители времени – социальные сети и мессенджеры. И даже у нас у ребят были такие ответы, как «я бы удалил Инстаграм». В направлении коммуникативном один из тренингов был посвящен умению разрешать конфликты и выходить из него с наименьшими потерями. Практическим путем мы установили, что самым конструктивным способом является сотрудничество, а в процессе выполнения основного задания ребята узнали, что сотрудничество тоже может быть разным. Мы предложили ребятам в группе разделить апельсин. В результате получилось, что каждая группа выбрала самый конструктивный путь сотрудничества. После этого ведущий рассказал ребятам, какие способы поведения в сотрудничестве могут быть. Дипломатия – это когда вы стараетесь рассудить, кому апельсин нужнее. Компромисс – чистите апельсин и делите его поровну. Воля судьбы – когда тянете жребий, кому достанется. И конструктивный поиск – узнать, кому и зачем нужен апельсин. Кого-то мучает жажда, тогда ему нужен сок. Кто-то хочет есть, тогда ему отдадим мякоть. Кому-то нужна кожура для цукатов, а кому-то косточки для того, чтобы вырастить дерево. В конце тренинга участники формулировали правила разрешения конфликтов и применяли его в смоделированной ситуации. В одном из тренингов профессионального роста мы предложили ребятам решить очень сложную задачу для рабочего коллектива, соблюдая условия, учет интересов и пожеланий всех членов группы. Задание было следующее. В одной из фирм нужно составить график работы за неделю. Каждый из участников имеет свои требования по выходным дням. В графике должны быть учтены требования каждого из работников. Каждый участник тренинга получил свою роль с конкретно прописанными требованиями. Например, такие, какие вы видите на экране. В результате групповой работы ребята решали сложную комбинаторную задачу, составили график выходных. Кроме того, несмотря на сложность, дети сумели договориться и не вступили в конфликт. После проведения в течение первой четверти тренингов все участники групп высказали положительную оценку и отмечали полезность участия в них. Это был наш первый опыт проведения тренинговых занятий. Мы планируем включить данную технологию в систему работы в 9-11 классах, так как наши занятия доказали и нам, и самое важное ребятам, что если ты хочешь достигнуть успеха, ты должен действовать, размышлять, анализировать и находить наиболее оптимальные и конструктивные пути решения. Мы готовы к сотрудничеству. Все наши материалы, видеофрагменты с занятий можно найти на сайте школы в разделе «Инновационный проект». Спасибо за внимание.